Гульнар Цапал у нас в гостях, ветеринарный врач БГАУ, наш любимый аграрный университет, также аспирант кафедры, сейчас я просто пытаюсь, ветеринарной кафедры Ильгиз Долинин, здравствуйте, ну и Ваш очаровательный юный, маленький гость, да. Как юный тебя заводчик зовут? хомяков. Данил Коченков-Максимович. Вот так вот. Все ясно теперь. Ну, Привет. друзья, вы, кстати, не удивляйтесь, у нас на самом деле здесь настоящая самка хомяка, мы выяснили, что не хомячка. Вот так вот, значит, да? И так далее. А причем со своим совсем только еще вот, Семейством. юными хомячками. Данил, ну Там рассказывай, такой как ты в малыш. 6 лет умудряешься ухаживать за целым семейством хомяков? Сложно Не это? знаю, не сложно. Мама ухаживает. Ну ты просто играешься, да? Это куда? Куда? Ну, не хочет она к тебе выходить. Она ходит. А есть имя как-нибудь у твоей Всё подруги? укусила. Как зовут? Мы хотели Рыженька. Рыженька. Не надо, у нее там детки, она, конечно Да. же, волнуется. Вам сейчас не очень видно, не знаю, как мы, может быть, возьмем какой-то кадр потом. Здесь совсем вот юные Маленькие, хомячки. вот такие вот малюсенькие. Давно ты хомячочки. держишь хомяков? Да, Сколько? год назад. О, это уже долго, Ну, конечно. давайте поговорим вообще о том, стоит ли держать хомяков дома, какие возникают, может быть, сложности или простота, наоборот. Вообще, вы всегда Просто- спрашиваете, можно ли заводить вот для Конечно. ребенка Конечно, того или да. иного питомца. Все-таки Вот это грызун. мы да? пригласили Данилу, да, что это вот его хомячки, и он за ними ухаживает. Он, конечно, лукавит, говорит, что мама ухаживает. На самом деле он сам тоже ухаживает за ними и кормит, и убирает подстилку. Он такой очень самостоятельный, очень любит своих хомячков. Много о них готов говорить бесконечно. Ну, проблем особых нету. Тоже они несложны в содержании. Нужна вот клетка, естественно. Так. Водопой, вот этот специализированный, Да, корм специализированный, так как это грызуны, им зерна, вот здесь семечки, фрукты можно, яблоки. Ну, и вода обязательно, конечно, да. Вот здесь мел в качестве минеральной добавки. Они Тоже мел любят, да? Да. Они Погрызть. грызут, зубки точат. Ага. А чем ты еще угощаешь свою подругу? Не Такой знаю, пушистый. мама только угощает. Мама только Я им угощает? корм только сыплю. Ясно. А сколько раз в день сыпешь? Один? Один день, пока не кончилось, потом сыпем, как кончится. Понятно. Ильгиз, что вы можете сказать по поводу вот таких вариантов домашних животных? Не переносят ли они, может быть, какую-то заразу? Нет, в принципе, так как они содержатся в клетке, в закрытом пространстве, они никуда не выходят и, соответственно, не могут быть переносчиками заболевания. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, то, что они только на одном месте живут. Вот большие животные, то есть кошки, собаки, они могут ходить везде и подцеплять Ну да. различные болезни. Поэтому это более безопасно. А купают хомяков? Обязательно. Опа! Так, Ясно. практика, теория расходится. Данил не купает. Данил, вы не купаете своих хомячков? А Вообще то никак- задохнутся и умрут. Вот так. Не, ну вот. не так, что бросает их в воду-то. А аккуратненько, да? Нет, Нет, хомяки не любят, а то всю воду Не любят купаться, да? Даже, ну- описывают, описывают и обкакивают. Понятно. Ну давайте узнаем, Гульнара, что скажете по нет, этому ну, поводу? Давайте начнем с того, что вот, молодой человек озвучил. Могут ли они в воду вот это вот? Данил, ну, хомячков надо купать иногда, потому что все-таки они имеют специфический, довольно резкий запах. Да, вот если от каких-то животных Не, у нет нас такого- не пахнут. он же просто к нему привык. Но если регулярно менять подстилку, регулярно всю промывать клетку, да, вот тарелочку, да, ну, там миску, в которой содержится корм, конечно, запаха не будет. Но если вот не следить за этим, то и запах будет соответствующий. Ну, естественно, и самцы, они пахнут Больше, да? намного сильнее, да, чем самочки. А как часто вообще купать рекомендуется? Ну, часто... Нет, ну, наверное, В зависимости каких-то... от Да, вот как проявления, появился да. запах, то желательно искупать, да, чтобы, в принципе, они купание переносят хорошо, быстренько промыли под проточной водой, теплой, Просто да, промывают и без всяких добавок, подсушили. да? Ну да, Шампунь, да, ничего да. такого не используешь? Нет, Потому что если мало ли, вдруг животных, какая реакция пойдет. да, можете использовать, ну, в очень маленьких дозах и сразу просушить. Все-таки, когда из тепла в холод резкий, чтоб не да, заболело особенно, животное. да, чтобы не заболел какими-то простудными заболеваниями. Так. Данил, но у тебя не один хомячок, мы знаем. У тебя есть еще ее бойфренд, ее муж, Парень. ну, родители ее детей, в конце Да. концов, отец. Как его зовут? Уголек. Галек, он черненький, да? Да.
Ну, а его что с собой не взял? А тогда они бы всю дорогу дрались и приехали бы все А. покоцанные. Ну, Какие мексиканские страсти у нас Всё здесь. нормальная И детей бы семья. не перевезли вам бы. Не привезли бы детей. То есть да? папу с детьми держать Нельзя. опасно, да? То есть он сейчас живет в своей какой-то клетке. Да. А кто у Не тебя в впервые клетке, а в появился? мультиварке. В мультиварке, вот это да, сейчас все секретики узнаем. Ну, уже скоро. собственно. Не скоро узнаете, у меня тайный пароль. А ты уже дал имена прекрасным вот малышам, которые родились? Еще мама только знает. Она уж только видела. А что ты будешь делать с малышами? Себе оставишь или, может быть, друзьям своим подаришь? Подарю друзьям. Уже Молодец. решил кому, да? Но я тебе больше скажу, тут у нас уже коллеги заинтересовались и Да. решили, что, в общем-то, у Данила, может быть, и... А их когда можно, кстати, в каком возрасте можно... 6 недель еще Через можно. недельку только, да? Знаток Как, кстати, наш. называются дети хомяков? Ну, у Хомяки. собак Хомячки. кутята, у котят, у кошек... Хомячата? Хомячата. Ну, они сейчас маленькие, они практически лысые, им Да. надо быть возле мамы, и они еще слепые, и они пока они вот-вот только только, да? материнским Поэтому- молоком. Как Чуть откроет больше глаза, недели. можно, Да. тогда Да. будет. А их хорошо. трогать, кстати. наверное, нельзя, да? Не Потому что он все равно рекомендуется. своеобразный Нет, запах, нет? ну если Не рекомендуется. быстренько Не можно. рекомендуется. Ну, Слушайте, вот ну я если таки думала. потрогаете, мама потом, я знаю, что бывает случай, Да. когда Да, мама, например, бросает. потом отказывается В уже. принципе, вот было 10 штук, Мгм. сейчас 5. То есть... Было потом 7, потом 6. Мгм. Вот. Что Ой, что пя- случилось? 6 То есть было. там, видимо, Трое когда их умерли. перемещали, может быть, еще что-то, то мама там уже это... Отказалась все, да? Да. Поэтому, друзья, это вам не шутки, будьте аккуратны, особенно вот с Конечно. таким подрастающим потомством в столь юном возрасте. То есть надо немножечко дать им окрепнуть. А они вот сейчас... Да. А сколько они вообще живут? Ну, хомяки живут недолго, Недолго? 3 года, да. Нет, Кстати, 4 года эти. Ну, А, 3-4. Это сирийский хомяк, да. А есть джунгарские хомячки, еще меньше размером, они, да, 3 года. Ну, кстати, вот есть такая особенность, когда ребенок привыкает к Да, домашнему да. питомцу, и то, что непродолжительный период жизни, у них ребенку тоже как бы стресс. А можно же поменять, мне кажется, незаметно. Можно, многие родители так и делают. Вот спит, устал, заболел, Да. мы отвезли в больничку. А привезли, и вот ищут тебе, абсолютно пожалуйста. похожего, да, и привозят Ну, такого давайте же мы не будем Люди в так присутствии, в Да. присутствии Простите. Рассказывайте юных истории. заводчих хомяков. Ну а что, спокойно. Данил, расскажи, их 5, кому отдашь? Давай, знаешь ли ты? Тимуру, Так, Так. Амальке так, и в маминой группе Ленару. все, в Всё общем, ясно. а Ленару 3 отдашь? Нет, Амальке 3. А Малька 3. Тимуру одного и Ленару. А Малька-то знает о таком счастье, которое ты ей приготовил, что ей придется, в общем Знает, она ко мне в гости ходит. А, в гости Вот ходит так и вот. ждет уже, да? Она уже выбрала себе, кого она возьмет? Да. Да. Ну, замечательно. А еще же непонятно, наверное, там мальчики или девочки, да? Там им 3 девочки, 2 мальчика. Ну ты все знаешь. Они Вот молодец, молодец а. такой, да. Ведь это о многом говорит, да, что в таком юном возрасте Да. такой интерес. Это, кстати, может ли это быть намеком на то, что ребенок вырастет И Вполне. стать коллегой в вашей. благородную Вполне. такую профессию пойдет? Проводили опрос у первоклашек, кстати. Кем вы хотите стать в будущем? Первое место было «буду врачом», потом второе место «буду...» Журналистом? Нет, пилотом или что-то, космонавтом, что-то Ага. такое. И третье место было занято «буду ветеринаром». Как это Это здорово. Так что похвально. многие дети, это говорит о том, что дети любят животных, да, стремятся с ними к общению, поэтому... Ну и родители все, видимо, правильно делают, раз вот в таком возрасте, в 6 лет, сам он уже ухаживает, содержит, Да. знает так много. Данил, ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Полиции. Полиция, все И у ясно. него будет свой полицейский Хомяк. хомячок. Отряд Здорово. полицейских хомячков. Спасибо вам огромное, Гульнара, Ильгиз, спасибо вам большое. Вы вот всегда с какими-то чудесами к нам приходите, как, оказывается, прекрасен мир вокруг нас. Да. Ну и тебе большое спасибо, Данил. Ты прям сегодня новую веру в подрастающее поколение, которое вот с такой любовью относится к животным, в нас вдохнул. Пусть так и будет.